Испытано на себе. Чувствуется приближение Нового года и предчувствие рядышком Деда Мороза. Время 9:00, температура минус 40. Хотя что нам в конце декабря, живущим в Южной Якутии, сетовать на минус 40, да, когда в Якутске уже подполтинник, наверное, давит. Но тем не менее, доброе утро, здравствуйте, друзья, это программа «Испытано на себе». И сегодня мы ее начинаем с села Иенгра, Иенгринского и Ивенкийского национального наследия. А хочу рассказать вам о... Так получилось, что много раз выезжал на стойбище и показывали вам нелегкий труд оленеводов. А теперь мне стало интересно рассказать вам о тех, кто не в тайге, чем живет село, чем живут ивенки, которые не в тайге, не оленеводы. Начну я свой рассказ со зверофермы, где держат чернобурых лис и соболей. И попробуем с вами понять, как выделываются шкурки на шубы, на шапки, как шьются унты. Но об этом чуть позже, все по порядку. А пока 9 утра, село Иенгра, которому, кстати, в этом году исполнилось 95 лет. На юге Якутии, у самой границы с Амурской областью, раскинулся Иенгринский и Ивенкийский национальный наследие. В 50 километрах от города Нерюнгри находится поселок Иенгра, получивший свое имя от названия реки, на берегу которой расположился. С ивенкийского Иенгра значит ветвистые рога, на рисунок которых похожа река, местами разливаясь на многочисленные притоки. Одно из немногих мест, где ивенки сохранили свой родной язык, культуру и традиционный образ жизни, основным критерием которой является оленеводство. И потому ежегодно в начале марта собираются ивенки на почитаемый праздник Хуктывун, День оленевода, на который также любят приезжать и гости. Ведь это уникальная возможность познакомиться ближе с их культурой и даже национальной ивенкийской кухней. Помимо всего увиденного, удивительным для меня остается тот факт, что в наш современный век технического прогресса, несмотря на тесное соседство с промышленными корпорациями, ивенкам все же удается сохранять свою самобытность и передавать ее детям. Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, как давно вы работаете на звероферме? 35 лет. 35 лет. Угу. То есть, по сути, у самых истоков стояли, да? Да, со школы сюда сразу пришли. Угу. Есть разница и, может быть, какая-то модернизация труда, что было раньше и сейчас? Ну да, тут сейчас, тут это бетономешалка, конечно, новая кухня. Есть новые клетки, но есть и те клетки, которые были тогда, вот их они поменяют, наверное. Хочется, чтобы было еще получше. Угу. Угу. А еще такой момент, вот с недавнего времени, да, где-то года 2, по-моему, да, мы снимали репортаж, привезли соболей сюда. Да? А откуда их привезли? Их привезли с Твери. С Подмосковья, Твери. С Подмосковья. А как вот они проходили акклиматизацию? И получилось ли уже что-то? Могут ли они считать уже своей родиной Южную Якутию? Есть приплод новый? Нет, приплод у них только будет через 3 года. Ага. Мы только, который первый привоз был, мы только вот отгуляли. И ждем. Летом ждем. Будет, не будет, не знаем. Ну, мы же первый раз, у нас опыта нет. Ну, а как они себя чувствуют? Адаптацию прошли? Ну, адаптацию вроде прошли. Морозы у нас сегодня морозы минус 40. Сейчас, конечно, они в домиках сидят, сени. Так, нормально. А по питанию сколько раз в день их кормить? Соболей 1 раз в день кормится. А лисицу? Лисица тоже. 1 раз в день? Зимой так, а летом 2 раза. Когда молодняк приплод идет,
2 раза кормится. Мгм. А какие-нибудь особые условия питания, там меню из чего состоит у соболей? или лисиц? Соболей мы стараемся давать мясо. Курицу, мясо, потому что рыбу они едят плохо. А лисы едят все рыбное, мясной корм, вместе с комбикормом. То есть лисица не столь прихотливая, да, Да, как соболь? неприхотливая, а соболь, да. Он мясоед, соболь. Ну да, он хищник же. А вот получается, есть ли разница в качестве меха, да, от дикого соболя и вот который Да, конечно, есть. разница есть? Потому что дикий, что поел, что не поел. Нашел, поел. А тут витамины даем. Ой, комбикорм с витаминами, биодобавки добавляем. Все равно это сказывается. То есть в лучшую сторону, да? Да, конечно, мы же их сами чешем, все делаем, чтобы красивая она была. А вот, ну, я думаю, мы сейчас снимем по процесс кормления, да? Они же все равно дикие, да, хоть и как бы на Да, звероферме конечно, не подпускают там кидаются, погладить и кусаются, кидаются, да? Не погладишь, конечно. Были какие-нибудь случаи, кого не кусали? Ой, постоянно. Мы же их руками ловим, потому что нам надо, гон надо руками ловить. Это все проходишь, надо ловить. А что делать? И кусаются. Есть, которые дикари, дикие, не приучаются никак. Ну еще, Анна Владимировна, скажите, пожалуйста, вот, ну, если возьмем трудовые будни, да, вот рабочий день, один рабочий день, да, с чего начинается утро на звероферме? Утро начинается с проверки зверей. Вытаскиваем тарелки, снег ложим, чтобы, не дай бог, корм не прилип к тарелке и язык там не оставил. Подготавливаем, чистим клетки, а потом в часов 11-12 идем кормить. Да. Это вот сейчас у нас небольшой перерыв. А с 10 января у нас начнется гон. Там будем целый день сидеть на площадке, На морозе. на морозе. Как гон проведем, так и будет у нас год. Приплод, все. Это получается у соболя это первый гон будет, да? У соболя первый гон был у нас, у них бывает летом, июль, В июле. август. У лисиц январь, февраль. А что, вот правда я слышал, что соболь как человек вынашивает? 9 месяцев, да? Через 3 года только гуляет, еще 9 месяцев ходит. Еще приносит 2, 3, 4 соболя. То есть не разгуляешься особо. Ну, а вот если немножко дальше пойдем, да, выделки, обработка шкурок уже здесь, на месте проходит или с кем-то? Да. Вот сейчас мы доканчиваем чистку, вот там женщина чистит шкурки уже. А так здесь все делаем и отгружаем. А кто у вас заказчик основной? Ой, не знаем. Наши приезжают, забирают, а куда? Ну, Новосибирск вроде, или куда, или они там сдают, или Сахаболт. А, уже конкретно на фабрике уже. Ну, наверное, они. Ага. Называемая кухня. А рыба какая используется? Это что-то минтай какой-нибудь, да? Навага? Такая. Отходы рыбные называются. Отходы рыбы. Ага, специально. Это получается как будто это гигантская мясорубка, да? Вот такая мясорубка гигантская. Идем, готовим фарш. Рыба смешивается с комбикормом, да? Здесь она будет замешиваться. Ага. И причем это для лисицы, да, корм? Для соболя немножко другое меню, да? Для соболя курочка. Ну, видимо, соболь-то благородней, да, лисицы. Это что-то похоже на бетономешалку, да? Да.
И здесь уже, а здесь фаршемешалка. Здесь фарш уже будет перемешиваться с комбикормом, да? И сколько уходит еды в день? Много? Там 10, 170 и 200 килограмм почти рыбы уходит. 200 килограмм в день рыбы, да? И это почти 50 килограмм комбикорма. И 50 килограмм комбикорма. Вот так вот. Еще обратите внимание, комбикорм его уже запаривают водой, да? Не сухой. Угу. Вот, собственно говоря, сам процесс начался перемешивания уже рыбного фарша и запаренного комбикорма. Брикеты рыбные возле печки оттаивают. Заготовочки. Рыбные отходы. Я так понимаю, что это с какого-то рыбоперерабатывающего завода. Ну, вы знаете, друзья, можно сказать, мне повезло, и я застал процесс кормления. Начинается кормление соболей. Сейчас будем кормить вольеры. Ходим сюда. Оба-на! Привет! Привет, красавчики какие! Вот и бегают! Я бы сказал, проветриваемый вольер. Процесс кормления. Честно, так хочется погладить, взять в ручки, но они настолько дикие, что, говорит, кусаются. Не дадут. Так, вот у нас идет рацион. Нямки-нямки. Фарш куриный с комбикормом и с витаминами. Ух ты. Давай, кушай, что боится. Давай. Будем пробовать. Один ополовник, да? Чуть-чуть убавьте. А? Это много. Много? Даже много. Вот так? Вот так, да. Сюда. Раз. Хватит? Да. Такую чашечку так. Иди! Типа. Опа. Раз. Все, закрыл вроде. Назад. Так, следующий. Вот тарелка. А, там Ага. Тоже, ага, туда. он уже ждет, а я пропустил. А для чего снег сюда в тарелку? Ну, чтоб не прилипало, Ага, понял. Какие чтобы у них лайфхаки. языки не прилипали. Довольно-таки интересный процесс. Первый раз в жизни кормлю соболей. Ой, иди сюда, нямки. Так. Следующий. Ах, какая вкуснота. Где ты? Это же он носик вытащил. Смотрит, ждет. Еще чуть-чуть. Вот так. Слушай, ну пахнет немного вкуснее, чем, скажем, для лис из рыбы делать. А ты что делаешь? Так, держи. Кушанинку. Закончили. Пойдем дальше. Вот такая вот смесь мяса, комбикорма, рыбы, ну, как сказали, как поведала Анна Владимировна, еще и витаминки есть. Так, здесь уже заканчивают. Пойдем следующий. А что ты не ешь-то? Ну-ка давай кушай. Ням-ням делай. Сейчас отдыхаю.
Не голодный, что ли? Йога-бойка. Тихо. Дай поглажу. Все равно. Ага. Красавчики. Красавчики. Пермяки. Тверчане. Вот она, ваша родина. Года 2 назад. Да, года 2 назад их привезли из Подмосковья. Вот вроде они уже, в принципе, акклиматизировались, уже чувствуют себя, наверное, я так думаю, уже адаптационно к нашим морозам. Или, может, они, чтобы не замерзнуть, так это бегают по клеткам. Красавчик, ну ты куда? А у них там еще домик есть, да? Ты какой? Ути какой? Я молодец такой. И молодец такой. Домик у тебя такой. Не холодно тебе? Не холодно? Иди погрейся. О, ты тоже красавчик такой. И красавый такой. Ну вот примерно, друзья, такой процесс кормления соболей. Ну, в принципе, как нормальную взрослую собаку, да? Кормят 1 раз в день. Давай. Так, идем следующий. Такие вольеры уже современные. Так, пойдемте посмотрим здесь, что тут как. Так, да. Тоже еще один. Соболяки. В принципе, я испытал на себе, попробовал немножко покормить соболей. Дальше я вновь все это дело передал профессионалу, чтобы не затягивать этот процесс. Потому что надо, пока еще корм более-менее теплый, не замерз, все это быстро по клеткам раздать животным. Вот как происходит работа кормления. Так, ну теперь идет процесс кормления лисицы чернобурой. Это приплод уже скандинавских. А самочки там сидят, которые приезжали. Давай, кушай. Кушай. Ну что-то как-то еще стесняются, не как собак кормишь. Собаки только когда у нас сразу дог-дог-дог-дог, да. А эти еще такие привереды, да? Да. Пугаются. Такой процесс кормления чернобурки. Давай, кушай. Нямки. Это вот самцы наши. Ну, смотри, тут это. Тут уже доза-то побольше, да? Да. Что-то у них сена нету, это не надо, да, им? Не, им не надо. У них шкура своя. Это соболя, Ну, они ж тем более это. А на самом деле, друзья, на улице мороз. Ну, 40 точно, потому что вот у меня одна камера уже замерзла, батарейка. Хотя что я там поснимал-то? Совсем чуть-чуть. Так.
Ну, а это, друзья, уже финальная часть подготовки шкурок, уже перед тем, как отправить на фабрику, где уже из них будут шить либо шапку, либо шубу. Так сказать, если выражаясь языком автомобилистов, предпродажная подготовка. От опилок расчесать их хорошенечко. И лапки. Ну, мех прям чувствую такой хороший, богатый. И вы знаете, вот уже предрекая комментарии зоозащитников, ну, такова судьба, такова наша природа. Тем более тех, кто живет на севере. То есть испокон веку всегда одевались именно в меха, чтобы особенно в такие морозы, минус 40, а в Якутске то и минус 50, ну, синтетика не всегда спасает. А вот натуральный мех все-таки делается для того, чтобы помимо эстетически красиво выглядеть, еще и очень тепло. Нам на севере это необходимо. В общем, будем считать, что руку приложил. Какая-нибудь красивая женщина купит шубу, а в ней будет кусочек меха, который я вычесал. Привет тебе, женщина, с наступающим. Ну все, пожалуй, отдам в руки профессионала. Вот такие будни зверофермы. А сейчас хочу познакомить вас с одной женщиной. Альбина Николаевна зовут ее. Сейчас мы едем к ней в гости, и она покажет и расскажет, как еще выделывают шкурки. Ну, потому что помимо оленеводства еще эвенки занимаются охотничьим промыслом. И один из них — это добыча соболей. Так, ну что, готовы? Закрыли. Такой домик, как аккуратненько все. Еще. Собака есть, никто не кусается. Ну что, пойдемте, еще расскажем. А теперь уже познакомим с местными мастерицами, рукодельницами, так скажем. Собачка. Так. Тук-тук. Опа. Собачка, собачка. Сюда. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Здрасте. Здрасте. Здрасте вам. Ну что, друзья, как и обещал, сейчас мы в гостях у мастерицы, можно так сказать, да? Рукодельницы Альбины Николаевны Дмитриевой. Альбина Николаевна, ну скажите, пожалуйста, как это можно назвать, ваш промысел? Чем вот вы занимаетесь? Ну, я с детства начала шить. У меня мама шила очень хорошо. Потом мамы не стало, я сама начала вот это все выделывать, шкуры, лапы, и начала своим детям шить унты, рукавицы, шапки. Ну, вот я смотрю, у вас даже тут национальные костюмы, да? Да, сумочки красивые, костюм, то всем да. обязательно покажем. Ну, а с чего начинается шитье, скажем, унты? То есть вы шкуры надо выделываете? Вот выделать вот эти лапы. Их надо скоблить вот этими инструментами. Давайте покажем, да? Ага. Мгм. И все, получается, вы вручную, да? Да, скоблите, это всё все выделываете? работа у нас ручная. Никаких химикатов там, ничего мы не добавляем. Так, да, Сись? Да, да, чтобы удобно. Вам удобно? То я иду сейчас. Ой. Так, вот сперва скоблим. Вот это все мы с убираем. Это как лишний, да? Да, вот это все сверху убираем. Вот это вот все. И она потом уже мягче становится. Да, она стает мягче, ага.
И выделывается очень Так, хорошо. ну, думаю, достаточно, что мы смотреть не будем тут. А вот этот инструмент, покажите, как он называется это? Как? Это дело У? Да, это делал мой муж. Из капкана. Заточивается, да? Да, Затачивается? Да, они? все точно, ага. Это маленькое. Понял. Вот так. это мы все поскоблили. Потом мы вот эти лапы коптим. А вот еще момент такой, какая именно часть шкуры, да, идет на унты? Часть шкуры, вот, ну вот это вот. Это нога, лапы, да? Это, да, это передняя нога, вот это задняя нога. Вот эта задняя нога, она идет сюда вперед. Вот Ага, сюда, вон там. Вот это вот отрезаем, и если надо, не добавляется, шьем сзади. Вот сюда добавляем, вот, сзади вот здесь. Шьем. Так. Понял. Так, а вот это уже выделанное, да? Вот это выделанное и копченое. Я всегда копчу. А как рыбу, да? На дыму. Дымом, да? А что Ага. это дает? А? Что это дает? Но она это мягче, и она прочнее, и теплее. Своего рода как будто закалка, да? Да, какая-то, она долго, ну как вам сказать, носится. И шьется она мягкая. И это, она не как вот химикатами же делают, она как резина стоит, а это нет. Она, видите, она даже вот не сильно тянется. А в воду боится? Воду, да, боится, Боится, она. да, все равно. Унты лучше Да, она носить начинает зимой, да? после воды. Если намочишь сильно, она начинает сверху линять. Вот эта шерсть. Вот так мы делаем. Все вручную у нас работа. И сколько вот таких вот кусочков на, скажем, на унты уходит? Ну, смотря какой размер. 42 у меня. Ну, там надо 8 лап, наверное. 8 лап. Да, Тут 2 оленя, да? да. Ну, чтобы вот это вот лохматое, вот это все убрать, только вот так вот. Вот так. Чтобы красиво было. Вот. Видите? Вот тут я сыну шила. Вот. Видите, одни вот эти вот все убрала. Ага, красивые. Видите, вот. А вот это вот вверх сами обшиваете тоже, да? Да, сами. Как декор. Угу. Очень интересно. Вот эти вот таежные унты. Вот это длинные мужские, это женские. Это я себе шила. Это больше на охоту, да, чтобы удобно Да. было. Ну, на праздники, на день оленевода одевают пацаны. Короче, вот так вот. Шкуру эту тоже так же выделаем. Вот Ага. со шкуры Вот шито вот смотрите, это да. все. Вот так шито. Какие Ее оригинальные. тоже скоблим, потом коптим. То есть, на дыму. получается, вы никакими химикатами ничего, Нет, просто нет, скоблите, нет, да. руками мнете и, Да. дымом. А когда мы выделаем, мы это лекарство делаем оленьи мозги. Оленья мозга. Ну, с головы-то. Мгм. Ее кипятим и на воде, и вот этим мы мажем шкуры. А, это чтоб заместо какого-то да, масла, да, оно да, же да. жирный мозг, получается, мозг, да? Нет, она не жирная, она ну, такая. И она мягче выделывается. Ага, И понял. прочность хорошая. А вот этими всякими химикатами мы не делаем, короче. Мы все свое у нас. Может, печень оленей тоже вот так кипятим, если мозг нету, то печень кипятим и мажем вот это все. Все натуральные продукты, Да, причем да, даже все да. в одном олене, да, Да. находится. Все от оленя, ага. Мы химикатами ничего не делаем. Так, вот эту шкуру тоже так же делаем. Мгм. А шкуры сейчас кто, сын, наверное, поставляет, да? Ну, и бывает сын, бывает люди дают. Кому не надо, вот мы забираем. Вот так вот. А вон там еще какие-то инструменты, да? Расскажите, это что такое? Ну, это все вот это вот. Вот это вот кадыря называется. Кадыря. Да. Она делается на палке. И мы вот, когда мокрую шкуру начинаем выделывать, ну, готовим выделки, мы ее мочим, и вот этой кадыря мы эту мокроту убираем. А, воду выгоняете? Да, как? воду, Да, вот понял. эту вот так убираем все. Вот это чучун называется. Чучун? Да, чучун. Чучу. Чучун. Чучун. Да. Когда вот это выделываем, лапы, мы вот так делаем, вот, чтобы она прямо шла вот так вот. И сушила вот так вот. Ага.
делаем вот это все. Чуть-чуть мы равняем все. Лапы. Ну, он как разглаживает, получается, да, его и плюс еще да, воду да, выгоняет. да. А такой полукруглый, чтобы заходил везде во все, Да. да? Понял, понял. Это все вот так у нас. Эти мои инструменты. Вот это кадря, вот, который я Да, да, говорила да. сейчас. Вот я что обратил внимание, да, и вот хочу, друзья, вам показать, да, наверное, видно, да, что как бы сейчас 21 век, да, но тем не менее, смотрите, какой раритет. Это все вот на этом вы шьете, да? Да, На этой это у машинке. меня Это это сколько лет с машинке? молодости. С молодости еще, Да, да? моя старая машинка. Нам раньше давали в совхозе, когда мы работали, по талонам вот эти машинки. И вот она у меня до сих пор идет. Но, получается, на машинке вы шьете шапки, рукавички, а унты все вручную прошиваются? Вручную, да, да. Вот эти вот, если внутри вот беле делаем тряпочку же, мы ее машинками, да, вот бывает. На шапку тоже вот подклад на машинке делаем, шьем. Сейчас вот как раз шапку делаете, да? Да, это я внучки шью шапку с соболей. А вот шкурку соболей вы тоже сами выделываете? Да, А сами. есть разница в чем, как вот оленю выделывать или соболя? Есть. Вот Шкурка-то она мягче, поделитесь секретом, тоненькая. как соболя выделывать? Ну, мы ее постираем сперва. Прям в воде с Да, порошком? стираем шампунью. А, шампунь? Да, чтобы она. Потом мы ее натягиваем. И начинаем потихоньку выделывать вот эту шкуру. Пока она Вот так сырая. руками мять, Руками, да? да, все руками мнем, все. Пока она сыроватая, мы начинаем ее выделывать, шкуру. И вот так тянем потихоньку. Ну это же трудоемкий, да, процесс? Да, Это вот сколько да. времени занимает, скажем, выделать одну шкурку Ну, соболя? Где-то час, наверное. А, всего час Да, за час? Ну, да, даже да. потому, что вы делаете, уже знаете Да, как. Если да. я сяду выделывать шкурки, то это за неделю. Если не попорчу, то сколько это? Но она быстро Брак. выделывается, она тонкая. Шерсть. Ну это я помню, у меня папа геолог был, вот он из Заездки привезет там пару шкурок соболей, все, мечтал маме шапку сделать. И мама там сидит, бедная, такая, зачем ты мне это? Но она как-то, по-моему, сметаной, что ли, обрабатывала. Вот еще в советское время было, мы здесь когда жили. Раньше всё в так море. делали, ага. Мгм. Кефир, сметана, да, и, да, да. всё выделывают. А мы так вот сами. И пока она сыроватая, мы начинаем его делать. Ну и, в принципе, уже здесь, в селе, я так знаю, уже все знают, многие знают, что, чем вы занимаетесь, и Да. заказывают, да? Да, Костюмы. заказы принимаю, шью, ага, людям. Вот это нитка иванкийская, делаем мы тоже сами. Это из оленьих этих. На спине есть жилы. Жилки, да? Да, Ага, вот правильно. это вот. Раньше у нас брали мужья, постоянно вот мы. Они брали, мы вот по ночам сидим и нитки делали. Она Этими прочная, нитками, как капроновая, наверное, да? да, вот этими нитками мы шьем унты, мукука, вот это вот все. Все, А сейчас, все с оленя идет, да, да? все даже? с оленей, да, вот это все, ага, от оленя идет, олень. Помимо одежды и прочих бытовых и нужных вещей, очень развито в селе еще рукодельное творчество. Тут есть даже несколько мастериц, некоторых я даже знаю, и вот которые регулярно выставляют свои изделия. Буквально вот на днях здесь, в этнокультурном центре Эян, прошло закрытие фестиваля Иенгра 95 лет. И вот как раз таки были выставлены работы некоторых мастериц. Предлагаю посмотреть. Смотрите, какая красота. Все это исполняется вручную, обшивается. Тут и украшения, и даже есть элементы быта оленеводов, да, но сделаны в такой вот в декоративном красивом исполнении. Вы знаете, мне кажется, это прям идеальное место для выбора подарка. Особенно если девушке или женщине, маме. Вот в частности, вот смотрите, какая тут красота. Варежки в каком исполнении и украшения. Вот какая отделка. Интересные варежки, прям красивые. С такими
соболиными мордочками. И глаза рубины. Там попроще. Украшения. Ну, честно, прям все так исполнено. Сумочки. Вот девушкам, обратите внимание, какие эксклюзивные. Причем ведь это реально эксклюзив. Штучный товар, так сказать. Или как это говорят модельеры, да, это единичный образец, да. То есть неповторимо. Больше, если купите сумочку там или что-то, и варежки такие, больше таких ни у кого не будет. Ну вот такая вот красота иногда выставляется. И если кто-то будет из вас, пусть проездом или в гостях в селе Йенгр, обязательно посетите этноцентр. Ну или найдите обязательно здешних мастериц. Вам любой скажет, где они проживают. И можно приобрести. Ну ладно, пробуем. Дальше продолжаем. Так вот, друзья, что хотел сказать. Если бы я занимался процессом от самого начала до изготовления унтов, когда они уже будут готовы, мне кажется, я бы год их делал, или полгода точно. Это даже сколько нужно. А еще, помимо всего, это надо уж неимоверное терпение. Потому что тут... Поскоблить, потом коптить. Потом еще подкоптить. Потом начинаем делать. Тут-то даже когда хочешь вкусно поесть, не всегда хватает терпения рыбу закоптить или возможности. А тут скоблим. Прикольно, конечно. А вот это быстро тупится? Или не нужно, в принципе, чтобы она острая была Ну, сильно, тоже да? Чуть-чуть? точить, Точить. смотрим, ага. Вы знаете, у нас хронометраж программы 39 минут. Мне кажется, я бы 39 минут сегодня могу просто эту шкуру выделывать. Причем это первичная обработка только, да? Но, тем не менее, у нас все равно нужно прикладывать руку к тому, что мы снимаем. Поэтому, в принципе, я попробовал. Представление имею. Единственное, что я до конца не понял, это как... Это специальные коптильни делают, да? Да. Как вот Да, коптить, мне да. тоже интересный Как момент. Чум. Как чума. Да, делаем. Вот когда-нибудь все-таки, я думаю, сюда еще раз приеду и сниму и покажу, как именно коптят шкуры. А так впереди новогодние праздники, а после новогодних праздников по многочисленным заявкам телезрителей мы отправляемся в тайгу на очередное стойбище, в котором, кстати, я еще ни разу не был. Во многих был, а там еще не был. Но об этом мы уже увидим. И я покажу вам уже в 2022 году. Ну а пока все, это была программа испытана на себе. Носите унты, покупайте шубы и красивые костюмы ивенкийские. Потому что зима обещает быть не как осень теплая, а холодная и суровая. Ну что, всем пока. Испытано на себе.